Я родился в 1975 году в городе Нарва, и в моей жизни, как в каком-то нехорошем кино, меня родила одна мама, и вскоре она от меня отказалась. Усыновила меня совершенно другая, и всю жизнь меня воспитывала. На протяжении всего детства, в детском садике, на улице, во дворе друзья подходили и говорили мне, что это не твоя мама, почему ты ее слушаешь. Temas hakkas kasvama süütunne, mida ta ei ole teinud. Ta arvas, et kord hüljatud lapsel pole enam tulevikku. Tekkis trots maailmakorra ja kogu ühiskonna vastu. И я уже в детском садике начал убегать с него, потянулся за сигаретами. Когда подрастал, пришли наркотики, совершенно другие непонятные друзья мне. И все это перемешалось с долгим тюремным сроком на протяжении 21 года. И вот когда уже я был, можно сказать, при смерти, анализ показал цирроз печени, и не было совершенно иммунитета. Kui Dmitri istus oma pikka karistusaega range režiimiga vanglas, oli tal võimalus kohtuda vaimulikuga, kelleks oli vangla kaplan Allan Kroll. Koos palvetati ja otsiti abi Jumalalt, et ühel päeval see möödub ja elu saab uue alguse läbides Lootuse küla programmi. В один день я принял решение и принял Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце. Пришел к покаянию прямо в камере, сел и написал в прокуратуру письмо с раскаиванием о многих своих преступлениях. Vanade kuritegude ülestunnistamine ei olnud lihtne otsus. Aga mees teadis, et ainult nii saab ta vabaks. Seda nii sisemiselt ja omal ajal väljub ta ka füüsilisest vanglast. На протяжении полугода приходили такие мысли, что зачем я это сделал, мне же ведь сейчас еще добавят сроку, и я вообще никогда не выйду из этой тюрьмы. Но я слышал один голос, что Иисус мне говорил: не бойся, я с тобой. Через полгода приехал прокурор и объявил мне о том, что они не будут меня наказывать, и по решению суда в дальнейшем я был направлен в Lootuse küla для своего внутреннего исцеления. Programmis osalemine polnud alguses kerge, aga hirm sattuda tagasi vanale rajale oli suurem kui kohanemisraskused Lootuse külas. Mees võttis ennast kätte ja sisemine julgustus andis jõudu liikuda edasi. И в данной ситуации, по окончанию программы, выйдя из нее, я имею хорошую семью, любимую жену, 6 детей, работу, которая напрямую связана с моим призванием. Я являюсь работником МТЮ и служу именно таким же зависимым людям, как и я в прошлом был сам.